Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем пьяного водителя, который сел за руль, уже будучи лишенным водительских прав за нетрезвую езду. Прогревал машину. Я никуда не собирался ехать. А зачем тогда прогревать? Зима на улице, молодой человек. Расскажем, как водитель «Шевроле» сбил девушку на улице Тукая и как неуправляемый автомобиль такси наехал на пешехода. Собирался поворачивать налево, а потом резко начал поворачивать направо и подрезал водителя такси. А также гибель прикованного к постели мужчины в огне и трудности перевода во время пожара. На английском коряво разговаривают. В квартире, которую снимают граждане Китая, вспыхнула кухня. Это и не только. Прямо сейчас. Водителя Нивы с признаками алкогольного опьянения задержали автоинспекторы на дороге Дублёре, улицы Зорге. При проверке документов у мужчины выяснилось, что их у него и нет. Водительских прав его лишили как раз за вождение в нетрезвом виде. Он уверял, что автомобилем не управлял, завел, но не ехал. Но регистраторы в патрульном автомобиле зафиксировали, как он пытался припарковаться. Дмитрий Евгеньевич, через день для свидетельства согласны проехать? От прохождения экспресс-теста на наличие алкоголя в организме на месте водитель Нивы отказался. Не желаю никуда ехать. Нет такого слова «не желаю». Мне ваше желание не интересно. Меня Конституция гарантирует. Вы мне ответьте на вопрос. Хотите? Нет, не хочу. Отказываетесь? Отказываюсь. То, что мужчина пьян, было видно и без исследований. Он и сам это не сильно скрывал. Рассказал, что никуда не ехал. Вы видите, машина стоит на парковочном месте, сотрудники ГАИ стоят рядом. 2 месяца назад они меня пытались обвинить в каком-то преступлении. Сейчас, имея личные мотивы, вот, они пытаются меня в чем-то опять обвинить. При всем этом мужчина не скрывал. В машине сидел и даже завел двигатель. Прогревал машину. Я никуда не собирался ехать. А зачем тогда прогревать? Зима на улице, молодой человек. А на ней кто-то есть, кроме вас? Ездит. Автоинспекторы, двигаясь по улице Зорги, заметили черный багажник, который передвигался над сугробом. Самой машины видно не было. Проверить автомобиль и водителя подсказало профессиональное чутье. Когда заехали на дорогу Дублёр, увидели, как Нива паркуется задним ходом. Водителя проверили и обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Тут же выяснилось, что водительских прав мужчину лишили, как раз за езду в пьяном виде. Я не знаю, кого лишали прав, понимаете? В суде я не присутствовал какому-то, чтобы меня лишали судом прав. За рецидив вождения в нетрезвом виде на мужчину возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит штраф в 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком на 2 года. Радик Фархулин, Константин Бушуев. Вызов 112. 23-летнюю девушку, переходившую дорогу на улице Тукая, сбил 33-летний водитель «Шевроле Круз». Пешеход шла по переходу на разрешающий сигнал светофора. Автомобилист поворачивал налево и в любом случае должен был пропустить идущего по зебре человека. По какой причине этого не сделал, он рассказать отказался. Пострадавшую госпитализировали с подозрением на переломы, и после оказания первой помощи ее отпустили из больницы на амбулаторное лечение. 23-летний пешеход попал под колеса неуправляемой Hyundai Solaris на перекрестке улицы Аделя Куто и красной позиции. Молодой человек переходил дорогу, когда его снесло такси. Водитель иномарки вез пассажира. Оба в один голос уверяют, избежать аварии шансов не было. Если бы не вылетели с дороги, то протаранили бы другой автомобиль. И неизвестно, чем бы тогда все закончилось. А пассажиров не было? Нет. Один ехал? Делиться подробностями аварии 33-летний водитель такси не хотел. Упомянул только, что подрезали. Детали рассказал пассажир такси. Молодой человек ехал из центра Казани домой, в деревню Универсиады, но не проехал и полпути. Мы ехали, получается, по средней полосе. А слева, спереди слева была машина, по левой полосе ехала. Вот, и, как я видел, по-моему, мне показалось, она собиралась поворачивать налево, а потом резко начал поворачивать направо и подрезал водителя такси. Уходя от столкновения, таксист вывернул руль вправо, сбив переходящего дорогу по всем правилам 23-летнего молодого человека. Вылетел на тротуар, где и застрял в высоком сугробе. Пострадавшего пешехода врачи скорой помощи доставили в травмпункт, откуда его отпустили на амбулаторное лечение после оказания первой помощи. Страшно? Вначале, а сейчас нормально. Подрезавший такси автомобиль уехал с места происшествия. Столкновения с ним не было. Очевидцы сообщили автоинспекторам номер, который они запомнили, но, вероятно, где-то ошиблись. Автомобиль по горячим следам найти не удалось. Если таксист не докажет, что перегородившая ему дорогу машина действительно была, то отвечать за происшествие предстоит только ему одному. Денег на этом заказе он не заработал. Пассажира до места не довез. Дальше как добираться будешь?
Закажу такси. По-другому никак. Иван Сарафанов, Константин Бушуев, вызов 112. Пожилой, прикованный к постели мужчина скончался сегодня в результате пожара в частном доме на улице Холмовая в Казани. Сообщение о возгорании поступило на номер вызова пожарной охраны 101 во 2 часу дня. Через 15 минут после вызова мужчину вынесли из дома и передали в руки медиков, но помочь ему врачи уже не смогли. Он скончался в карете скорой помощи. Через час после вызова огонь был полностью потушен. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. По предварительным данным, когда начался пожар, он был дома один. Супруга мужчины вышла по делам. Причины возгорания предстоит установить дознавателям. Сообщение о пожаре в квартире одного из домов на улице Карла Фукса поступило минувшим вечером на номер вызова пожарной охраны 101. Сначала сообщили о горящей газовой трубе, потом об открытом огне в квартире. Прибывшие на место пожарные подтвердили, огонь был, но пламя жильцы квартиры потушили самостоятельно до прибытия пожарных подразделений. Горел кухонный гарнитур. А вот почему он вспыхнул, жильцы рассказать не смогли. Просто не могли найти общий язык ни с пожарными, ни с полицейскими, ни вообще с кем-либо. У них там антисанитария полная. Вот как подруги рассказывали, то, что там у них они в обуви ходят, в туалете. Грязь полная. Мнения о жильцах квартиры на 2 этаже у жителей дома разделились. Одни уверены, что пожар – логичное продолжение образа жизни. Они приглашают часто местных в гости к себе, и отдыхают там, так скажем. Другие за соседями не замечали ничего из ряда вон выходящего. Никаких неудобств не доставляют. Спокойно. Сейчас говорят, антисанитария у них там якобы. Антисанитария якобы там какая-то. Да нет, у них там чисто все. Соседи сошлись в одном. Общий язык с ними найти сложно. На английском коряво разговаривают. Эту квартиру снимают китайцы, которые помимо родного языка могут изъясняться только с помощью онлайн-переводчика, который не всегда работает корректно. Поэтому и не смогли объяснить ни пожарным, ни стражам порядка, что произошло в квартире и почему вспыхнул пожар. Сообщение о пожаре поступило около 9 вечера. Подъезд, рассказывают соседи, заволокло дымом. Людей стали эвакуировать на улицу. Не всех, только жильцов. Дым был? Был. Решать можно было, не можно? Что, как? Можно было. Огонь потушили до приезда оперативных служб своими силами. Горел кухонный гарнитур на площади в 1 квадратный метр. Чтобы выяснить обстоятельства пожара, на место пришлось приглашать переводчика. Сирина Сахапова, Константин Бушуев, вызов 112. Оптовый канал поставки табачной продукции без акцизных марок выявили сотрудники Управления экономической безопасности. Стражи порядка выяснили, что подозреваемый в незаконной реализации сигарет в одном из мессенджеров делал заказы и получал товар у крупных транспортных компаний. Сами сигареты не были предназначены для российского рынка, поэтому на них не было необходимой маркировки. И с их продажи не платились никакие налоги и сборы. Мужчину задержали как раз в момент разгрузки очередной привезенной партии. Всего в ходе обыска полицейские в гараже, где и хранилась вся продукция, обнаружили почти 13 тысяч пачек. В ходе осмотра установлено, что на пачках отсутствовали федеральные специальные марки Российской Федерации, а также установленная обязательная маркировка «Система противодействия контрафакту». Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесение информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Максимальное наказание предусмотрено санкциями данной статьи лишения свободы на срок до 6 лет. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщить нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.